Сергей Калшин, добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы очень рады нашей очередной с вами встрече в программе ТВ Почта, рады письма, которые вы нам пишете и на которые мы стараемся ответить. Вот и на сегодняшней передаче нам пришло немало писем, а начать эту программу мне хотелось с этого письма. Его автором является житель города Назрань Исрапил Евлоев. Вот что он пишет. Уважаемый ТВ Почта, мы, жители города Назрань, впрочем, как и все жители, очень радуются тем изменениям, которые происходят у нас сегодня в республике. Самое главное, делается очень много для того, чтобы жизнь наша была удобной и комфортной. На протяжении многих лет мы, горожане, испытывали определенные неудобства из-за несоответствия канализационного коллектора предъявляемым требованиям. Но, к нашему счастью, строится новый. Хотелось бы узнать, будет ли закончено его строительство в этом году. Спрашивает Исрапил Евлоев в заключении своего письма. Ответить на ваш вопрос мы попытаемся в нашем сюжете. Решение о строительстве нового канализационного коллектора в городе Назрань руководством республики было принято в 2002 году. И уже в 2003 начались необходимые строительные работы. Действительно, существующие коллекторы, диаметр одной трубы которого составлял всего 300 мм, а к тому же построенный несколько десятков лет назад, не обеспечивал подачу канализации в полном объеме. Переливались канализационные колодцы, и это создавало большие неудобства для жителей города. Именно по этой причине и появилась необходимость строительства более мощного коллектора из железобетонных труб. Протяженность его составляет около 3,5 километров. Основные работы уже проделаны, и в ближайшее время коллектор будет сдан в эксплуатацию. Этот коллектор определился диаметром 800 мм. Он обеспечит подачу стоков и на перспективу. Длина коллектора 3,5 километра, если точно 3,490 метров. В основном он завершился, осталось проложить 170 метров трубопровода. То есть строительство вы начали от центра, в центре города Назрань, от рынка Мархаба? Ну, как называемый рынок Мархаба, вот от этого перекрестка возле железнодорожного переезда мы идем по улице Победы, доходим до железнодорожного вокзала, оттуда по вокзальному переулку переходим на улицу Парчиева, по улице Парчиева идем до Альтиевского рынка, переходим на улицу Мальсаговых, вот, до железной дороги, вдоль железной дороги, мимо администрации села Альтиева, выходим на очистные сооружения. По расчету даже можно было его построить меньше, но построили его с перспективой на будущее, с учетом будущего роста населения города, увеличения города. Вместе с тем ведется и реконструкция очистительного сооружения канализации. Уже завершено строительство 2 основных блоков очистки, и в настоящее время ведется строительство 3-го. В основном здесь используют металлоконструкцию, что обеспечит более длительную эксплуатацию данного объекта. Ранее существовавшие очистные сооружения не обеспечивали очистку сточных вод города Назрань. В связи с расширением города, увеличением населения, потребления воды, возникла необходимость строительства объекта, и для строительства выделены большие средства. Сметная стоимость объекта или контрактная стоимость объекта более 72 миллионов рублей. Московская организация «Биоклин» провела проектирование этого объекта. Они специалисты в российском масштабе, и объект после завершения будет очень высокого качества. Будет полностью обеспечивать очистку сточных вод. Таким образом, реконструкция очистных сооружений, которая обошлась для бюджета республики в немалую сумму, также будет завершена в 2007 году. Такие сооружения, говорят, строятся, наверное, раз в 50 лет, и поэтому это на перспективу будет обеспечивать очистку всего города и на будущее. Строительство канализационного коллектора и реконструкция очистных сооружений канализации не только решит проблему, с которой жители города Назрань сталкивались на протяжении многих лет, но и позволит улучшить экологическую ситуацию в республике.